30% квоты для представленности женщин в советах директоров вызвали немало шуму и в корпоративном секторе, и на уровне госуправления. Что только не говорили люди, которые были против того, чтобы женщины были представлены в советах директоров и в исполнительных органах в корпоративном секторе. И, наконец, точка поставлена. Глава государства принял такое решение, и уже сегодня в Национальном кодексе корпоративного управления такие квоты зафиксированы. Что дальше? Сможем ли мы обеспечить все наши акционерные общества профессиональными, сильными женщинами-лидерами? Готовы ли женщины Казахстана принять этот вызов? Об этом и о многом другом мы поговорим с нашими экспертами на диалоговой площадке о женщинах в советах директоров, которую я специально записала под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики. Обязательно посмотрите это видео до конца, нажмите лайк, напишите свой комментарий, что вы думаете про 30% квоты для женщин, и, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео на моем YouTube-канале Азиза Шужеева. И сегодня мы вместе с нашими замечательными спикерами, которые имеют непосредственное отношение к развитию человеческого капитала и к развитию корпоративного сектора, поговорим об этой теме. Итак, тема женщины в советах директоров. Раушан Советовна, первое слово вам. Что вы думаете? Вот 30% квота появилась в типовом кодексе корпуправления. Как теперь с этим жить? И как это реально может изменить систему корпуправления в Казахстане? Я предлагаю просто в формате живого общения. Можете сразу подключаться. То есть это не классическое интервью, где я вам задаю вопросы, вы мне отвечаете. Просто давайте пообщаемся на эту тему. Хорошо. Ну, во-первых, Азиза, поздравляю, потому что это тоже результаты вашего труда, вашего вклада, там большой группы людей, но вы одна из таких драйверов, которые у нас в этой теме находитесь. Да? Сама идея, понятно, состава женщины, там, квотирования женщин, она уже не новая. В Европе уже нормативно это все работает. Мы так чуть-чуть помедленнее, но все-таки тоже вошли в эту группу сейчас, прям конкретно с нормативным актом. Я немножечко всегда так переиначиваю, да, потому что я это по-японски люблю такой подход, чтобы речь шла не о том, что женщины в советах директоров, а чтобы был какой-то гендерный паритет, и за этим для меня лично стоит экономика. Если в составе страны 52% женщин, а это так называемый именно человеческий потенциал, да, human capital, как мы говорим, то почему бы его не использовать? И тем более по факту сегодня у нас всего 7% женщин в советах директоров, в органах исполнения, единоличных и так далее, неважно. И, ну, естественно, для нас, мне кажется, это будет очень хороший прорыв. Потому что ведь это тоже такой психологический фактор, когда женщины часто ловят просто стеклянный потолок на работе и считают, что на этом все. Ну, как бы дети выросли, бизнес, там, карьера тоже встала на каком-то уровне, а дальше что? А дальше что? Ну, надо уметь использовать свой потенциал. И, опять-таки, статистика говорит, в критических особенно моментах женщины все-таки более, скажем так, организованные, более собранные, и они могут очень хорошо влиять на эффективность компании. Так что я считаю, что это хорошее достижение. Просто надо работать, это только начало пути. Я вот, знаете, предлагаю, давайте с разных ракурсов посмотрим на вообще эту норму, да? 30% женщин в советах директоров. Вот я, когда участвовала в том, чтобы все-таки эта норма состоялась, и я хочу здесь отметить большую роль именно Национальной комиссии по делам женщин и семейной демографической политики, потому что вопрос 3 года не решался. И вот в этом году в обновленном составе и с новым председателем Аида Балаева, конечно, она внесла большую, именно придала такую большую силу
для того, чтобы это решение реализовалось в нормативно-правовых актах, я вообще к этой теме подхожу как к некому вот социальной точки зрения, как к социальному лифту для женщин. То есть я считаю, что мы подняли социальный лифт для женщин на еще один достаточно высокий уровень, на верхний уровень. И сегодня современные девушки, которые, допустим, хотят и которые имеют высокие амбиции, они уже увидят, что у них появилось окно возможностей. То есть мы сегодня с социальной точки зрения сформировали, дали обществу запрос на новый класс женщин, не только руководителей, но и женщин, которые управляют крупными корпорациями и участвуют в развитии национальной экономики. Вот давайте с социальной точки зрения, что даст эта квота, вот ваше мнение, Бота, вот для общества, для женщин, я не знаю, для мужчин, для Казахстана. Разберем социальную точку зрения, потом поговорим об экономических возможностях. Да. Спасибо. Я думаю, да, это классная новость для рынка. И понятно, что это норма, да, там, то есть, и, соответственно, то, как она будет имплементироваться и какая практика последует, зависит полностью там от активного участия всех игроков, да, то есть и компаний, и HR, и акционеров, потому что мы знаем, да, там, что ничего не двинется, если акционер не захочет. Это точно, да, там. То есть норма будет формальной. То есть это вопрос в том, чтобы у нас не было, наверное, желания в жизни, в целом общества делать что-то формально. Вот это самое ужасное, да, когда мы что-то делаем, просто чтобы сделать. Это очень плохой, скажем, там, трек-рекорд, да. Вот, то есть, когда и женщина говорит, это классная возможность, и я не просто формально подхожу, я должна, не просто потому, что я женщина, и я в квоте, да, там, а в том, что она приходит и говорит акционеру, знаете, я очень хочу сделать вашу организацию, вашу компанию, ваш холдинг там, более прибыльным, или более там, эффективным, или более устойчивым, или более, и я знаю, как это сделать, да, и то есть есть и компетенции, или определенная тематика, или я хорошо в HR, или я хороша в финансах, и, соответственно, этот блок в совете директоров, это же не просто кресло, да, многие думают, что это кресло, нет, это не просто кресло, там решаются стратегические баталии, очень много интересов, очень много нервов, стресса. Уголовная ответственность. Уголовной ответственности, то есть это реальная, да, работа. Это точно не вот эта красивая картинка на сайте. Знаете, на сайте заходишь? Совет директоров. И там такие красивые мужчины и женщины в кожаные кресла, значит, там все это красиво, и как будто вот он стоит, да? А реальной работы не видно. А это большая на самом деле ответственность. То есть женщины должны взять эту, сказать, классно, правила поменялись, у меня больше пространства для телодвижений, да? Надо, двигаться. То есть никто за вас резюме не вышлет, да, там. Акционера не наберет, да, там, встречу к ним, там, в гольф-клуб не попадет, да, там, рядышком не начнет там что-то, создаст какие-то вещи, чтобы начать диалог, да. Вторая вещь, это со стороны, конечно, там, собственников компаний, изучить эту тему, да, там, потому что я вижу, что очень много изменений у нас вообще в жизни, это в штыки воспринимается, потому что мы так созданы, да, там, это нормально, что мы любые изменения сразу ненавидим, вот прям сразу. Потому что там, надо объяснять всем, что у нас так мозг создан, да, на сохранение. Нам нужно сохраниться и делать то, как это работало. Хорошо же работает, о чем вы? Да зачем мне еще новая кофточка? И так же нормально. Вот. И оно не понимает, да, что с чем-то новым будет что-то более прекрасное. Третье, это, конечно же, сам рынок, да, там, потому что какую цель мы преследуем, да, мы подняли потолок, хорошо, а теперь нужно создать, а коридоры закрыты к этому лифту. Он классно курсирует, вопросов нет, да, на 3 этажа выше, а двери как остались закрытыми в это помещение, чтобы воспользоваться лифтом, да, как бы те, кто был вот в этом зале, вот мы и воспользуемся.
Вот откровенно это примерно будет так, да, Такой в вопрос корпорате. да, социальной справедливости, или доступа к этому. Ну да, да. да. То есть это примерно сказать, хорошо, ребята, вот вы же уже были, да, близкими к телу, а теперь у вас появился в любом крутом офисе в Казахстане у нас же 2 лифта. Один для сотрудников, второй для руководства. Да? И тот, кто для руководства, у них отдельный бейджик, и у них отдельное все. Соответственно, я как бы уже в этой территории женщина, к примеру, да, и понятно, что вот мне теперь новый бейджик дали там. Возможность появилась, типа у тех, кто вокруг, да. Первый Нужно круг. расширять, да, Близкий круг. да, ну хорошо. Мы увеличили лифт вертикально, но не подумали о том, как горизонтально, да, можно как бы увеличить доступ к этому лифту. Потому что вход только вот с одного шлагбаума, да, там. Нам нужно увеличить шлагбаумы, чтобы было в целом больше выбора, в целом конкуренции, и, соответственно, даже просто информация об этом, да, и pathway, как называемо, пути. Хорошо, мы смогли дать в совет директоров. Можно возглавить комитет remuneration, да, там какой-то там, или аудита, или что-то. А подхожу я туда или нет, вопрос. Ну, говорят, ну, вроде не подходишь, но никто не говорит, а могла бы подойти, если бы ты, вот, сделала вот эту сертификацию, вот эту, и вот так вот, да, там, набери опыт здесь, и у тебя сложится, твое резюме станет подходящим. Нужно сделать вот этот процесс, кто подходит туда, прозрачным, как pathway. Сколько мне шагов надо сделать и куда. А то, что сейчас, например, 99% может не подойти женщинам, оно как бы и так, да, там есть. Надо сделать, чтобы подходило больше. Или сделать прозрачным. Отбор. Отбор или требования, да, или как я могу подойти. Иначе как бы опять это будет какая-то симпатия акционера. Понимаете, да? Ну вот смотрите, я здесь с одной стороны соглашусь в целом, что общая критическая масса Да. еще не совсем хватает, но с другой стороны это наша же задача, да, воспользоваться опытными возможностями. Например, мы с 2012 года сертифицируем. То есть у нас обучается на сертификационной программе и женщины, и мужчины. У меня никогда не было то есть принципиального такой позиции, что надо женщин больше и так далее. Это вот благодаря Азизе мы так больше такой акцент на это сейчас делаем. Но по большому счету корпоративное управление, я вот абсолютно согласна, мне нравится такой западный подход, они не ищут там мужчин или женщин, они ищут компетенции. И вот здесь, да, возможно, вопрос готовности. И вот к социальному вопросу, мне кажется, действительно в корпуправлении не стоит подходить к тому, что это разрешение какой-то социальной проблемы, исходя из дефицита. Вот там женщины не оплачены, не заняты, не востребованы и так далее. Сейчас мы найдем сейчас все работу там, да? Ну, слишком мало советов директоров, к сожалению. Ну, нормально. Совет директоров это, когда надо, оно всегда может спокойно создаться при любой юридической форме. Это не проблема на самом деле. Но проблема действительно, я вот согласна с тем, что женщины сами должны немножко активизироваться, да, и понимать, что такое совет директоров. Да, это вот не такая чистокровная карьера там, с утра до вечера и так далее. То есть действительно надо изучать и возвращаться к этой теме так вот более глубоко. Но что касается акционера, мы все-таки должны понимать, и вот здесь тоже есть риск, что если акционер, вот вы говорите, сопротивляться, ну правильно, я, например, всегда, у меня есть шутка, что вот по Фишеру, да, говорю, если человек не сопротивляется, принеси справку в больнице, да, потому что... Это странное поведение, да? Да, неизвестно, когда ты засопротивляешься. Но акционер действительно, на мой взгляд, имеет право выбрать ту компетенцию, которая ему нужна. Не из-за того, что это должно быть женщин больше или мужчин больше и так далее. Но, опять-таки, здесь же очень интересно, кстати, социальные данные. У нас очень много женской среды в образовании, как это ни странно, в HR, в бухгалтерии. В финансах. Ну, финансы, но больше аудит, бухгалтерии. да. Да, ну вот как-то так. В других странах это не так, даже в наших восточных странах. Вот мы, кстати, с Торнтоном этот вопрос обсуждали. А там в Узбекистане бухгалтеры больше мужчины. Да. А у нас, но при этом вот этот потолок ловится, то есть женщины в системе образования, они там доходят до уровня там какого-нибудь директора, и на этом все. И вот это вот как такой, знаете, дискрепанси, да, то есть вот это вот расхождение между, вот, вроде статистически женщин больше, но в управлении их меньше. И наоборот, здесь же другой вопрос тогда возникнет, тогда, получается, нам нужно стараться, чтобы мужчин больше возникло в системе образования, потому что в любой такой сфере, именно особенно в образовании, этот дисбаланс приводит к тому, что у нас
не гармонично развивается. И дети там вообще, потребители, да, клиенты и так далее. Поэтому социально это здорово, но все равно, на мой взгляд, я сторонник такого прагматичного подхода, потому что корпорация это все-таки прагматика. И просто как бы решать только социальную сторону вопроса немножко хромовато. А вы знаете, что креативная, инновационная, айтишная среда очень сильно влияет на личную продуктивность и эффективность? Для меня такая среда расположена в самом центре города Алматы, в бизнес-центре и IT-хабе Smart Point. Именно здесь вы можете найти для себя классных друзей, единомышленников, предпринимателей, айтишников, вместе с которыми вы можете создавать классные инновационные проекты. Я выбираю Smart Point. Приходите сюда. Вот Бота затронул хороший вопрос формализма. Вот Да, есть вот такой есть. антитезис. Вот давайте мы его сейчас тоже как бы развенчаем. Есть такой, или его как бы разберем. Есть такой антитезис, что, ну да, вот теперь акционеры, значит, для исполнения этой нормы посадят в советы директоров своих жен, там, токалок, значит, По-восточному, дочерей, или Племянниц. там Ну, там список, еще да, кого. да. Ну, а что в Список этом длинный. плохого-то? Список длинный. Ну, во-первых, это не отменяет то, что это женщины Казахстана, раз. Во-вторых, это не отменяет ту же самую аудиторию, о которой мы говорим. Она что, раз родственница, она не имеет права, что ли? Я всегда говорила, будучи, работая в HR, да, в крупных корпорациях, я всегда говорила, за некоторыми родственниками я готова ползти на коленках. А какая За исключением государственных, наверное, структур, я бы так сказала, где напрямую есть законодательство, которое регулирует, да, конфликт интересов. Ну, есть конфликт и в интересов. управлении И существует. ты, да, формируешь, как вы завязаны, связаны. Да, Потом да. есть комитеты, кто проверяет, да, там. Независимые директора должны соблюдать Да. эти требования. То есть, если ты да. хочешь обворовать компанию, утрирую, да, то, то есть делать какие-то левые движения, то зачем тебе помогать, да, еще там заходить в корпуправление всех родственников, и так уже ты облегчаешь работу любому органу, да, там, кого проверять первым. Правоохранительным, Да, да. конечно, это как бы светить всех своих туда, да, наверное, и ставить на такие позиции, особенно если ты занимаешь определенные посты, или у тебя есть там, конфликт интересов, я думаю, такого не случится. Вот. Но это насчет прямых родственников, да, то есть есть инструмент, который говорит, да, вот мы с вами завязаны, я ваша там килинка или двоюродная, это, это все равно видно. Вот, но я еще Да. хочу здесь добавить, что на самом деле это вот как только мы про женщин говорим, мы сразу начинаем Искать сразу подоплёку. негативные Да, да, сценарии да. такие формировать. А на самом деле, Но, если мы да. сейчас Но посмотрим я вам на... скажу, это не негативный сценарий, это то, что мы видим, да, то есть... Ну и сейчас среди мужчин, есть я такое. думаю, есть и худалары. Если мы сейчас поковыряемся по советам директоров, там Если тоже мы- да. много родственных связей То, что, выплывет. конечно, есть, да, тот момент, да, что у нас красивая или успешная женщина на хорошей машине, и сразу есть какая-то стигма, да, какая-то Да. есть, типа. Во-первых, у этой стигмы есть корни, да, то есть я всегда, то есть очевидно же, не веет, не бывает дыма без огня. Те, кто работает в корпорации и вот любят, да, там, сидеть на кухнях, все прекрасно на самом деле знают, да, там, кто с кем может встречаться или кто с кем, то есть это информация, которую не в стенгазетах на внутреннем сайте читаешь, да, а она здесь известна. Вот, потому что, мы, если надо, мы добываем информацию, мы знаем, да. Вот. В Казахстане все знают, кто с кем, когда. Да. Я не думаю, что это такая прям большая критическая проблема, потому что нас просто физически мало. У нас 18 миллионов. Кто-то с кем-то, да, наверное, точно. Всегда кому-то родственник. Да. Да? Другой момент, что какая-то любовь там случилась, и она происходит у всех на глазах, да, в компании. Почему это плохо для любого собственника? По одной простой причине. Это развращает всех сотрудников. Это означает прямое указание к действию, что ты как руководитель можешь тоже брать в свои подразделения девушек, которые нравятся, с кем affairs, может быть, да, служебные романы, и это нормально. И таким образом происходят две вещи, да, которые ты на сайте декларируешь как ценности, мы честны. Любую компанию в Казахстане откройте, я вам первым скажу, первая будет ценность, мы честные. Integrity, любимая, все там пишут, да, там. Вот. Нету ни одной компании в Казахстане, которая бы не поставила честность
перед собой, сотрудниками, обществом там, и так далее. Задекларировала. Декларируем. Потом заходишь и говоришь, ну, интегрити есть в этой компании. И ты понимаешь, что я про это говорю, что я за любые нормы, вообще без проблем, да, там, главное, чтобы они не были формальными, потому что и так много фейков в жизни, да, там, не настоящего. Хочется, чтобы что-то было настоящее. Если женщина пришла как на трон, да, там, потому что есть квота, но у нее нет адженды, она там долго не продержится. Миссии, да, внутренней. Но я думаю, здесь вопрос как раз-таки к акционеру. Если акционер вменяемый, и он реально хочет развивать свою компанию, то он, естественно, не посадит туда свою там жену или какую-то родственницу, которая просто будет занимать место и просто голосовать будет за его вопрос. Это невыгодно. Да. Но опять-таки, если есть квота, акционер может, извините меня, подобрать профессиональных женщин и таким образом сформировать более прозрачное принятие решений. Вот опять-таки, теперь давайте перейдем вообще к корпуправлению. Что дает гендерный паритет? Можно я вот сейчас вот немножко как бы вот из практики, да, то есть так как я этим занимаюсь там с прошлого тысячелетия, как принято говорить, да, корпуправлением. Вот когда нанимается, условно говоря, какая-то аффилированность существует, она может создаться потом, она может быть и до этого быть. У нас прям несколько практических примеров так было, и я вот чем хорошо вообще лучше апеллировать корпоративное управление, все-таки 400 лет человечество на дороге не валяется, да, то есть корпуправлению 400 лет. И у нас вот был разговор, наша девушка, которая учится на сертификационной программе, она говорит, вот меня пригласили в одну из организаций, где у нее дочь получила грант на обучение, вот ее пригласили в состав независимых директоров. И она говорит, нет, я не могу, у меня дочь там. Я говорю, здравствуйте, приехали. Здравствуйте, приехали. Также была однажды история вот с этими, я долго смеялась, лучше сказать, хохоталась, когда вот у нас один из банков, когда сказал, вот мы там расчищаем все, и теперь все пишут заявления, топы, что никто из них не может пользоваться услугами этого банка. Я говорю, вы с ума сошли? Это же такая глупость. Там же как вот, объявляешь о том, что да, вот на данный момент у меня сложилась некая аффилированность, и на этом вся твоя прозрачность, на этом твоя вся этика. Ты должен просто объявить об этом. Да, и все, и дальше спокойно жить и спать и так далее. А не вот пытаться, что нет, я вот честна до последнего, да, и так далее. Это глупо. Это глупо. То есть нормы в корпуправлении давным-давно уже существуют. Хорошо, что это не стандарт, потому что есть практика. Это просто практика. Корпуправление – это практика. И вот в этом отношении как бы бояться того, что мы там каким-то образом друг с другом как-то связаны, я считаю, это наоборот, признаком вот этого этика – это самый главный такой документ, да, вот кодекс, он не зря там существует, то, что ты просто об этом заявляешь. И это нормально, да, это нормально, это хорошо, это и есть весь смысл корпоративного управления. Потому что когда вот это вот, что никто не будет пользоваться услугами банка, я говорю, ну это вообще ни в какие, это просто такой дикий подход. Давайте тогда вот, если у меня в школу, я, значит, создал себе школу, условно акционер, то мои дети там не должны учиться, потому что это будет аффилировано. Ну это же просто нонсенс какой-то. Корпуправление то же самое. Все давным-давно известно, как надо действовать. Очень простенько, ясненько. И то хоть там жена, трижды жена, там бывшая жена, неважно, какая разница. По большому счету задача корпуправления – это способствовать развитию компании. Вот к вопросу, как вы говорите, Азиза, вот к этому паритету. И мне, например, нравится очень хорошо, мне очень нравится западный подход. Например, вот мы все втроем члены совета директоров. Вот он, весь состав, 2 независимых, и один представитель, вы будете представителем. И мы с вами обсуждаем следующую стратегию там, на следующие 5 лет. Как это происходит? Мы с вами честно садимся и говорим, окей, мы хотим направить там свои усилия вот в то направление. В том направлении моя компетенция меньше всего понадобится, а ваша – да. Но нам еще нужен человек, который будет обладать такой-то компетенцией, который поспособствует туда. Значит, что надо делать? Я должна встать и сказать, спасибо, я отслужила, я просто должна отдать свое место. И это нормально, это и есть корпуправление, а не то, что вот там чих ты будешь, достаточно ли ты там прозрачна там, и так далее. Ну, я же не амеба, чтобы совсем быть прозрачной. Это обычная нормальная практика. И, конечно, в этом отношении паритет, вот я больше люблю вот именно паритет, потому что я действительно считаю, что в некоторых отраслях недостает именно
ну давайте, ну это звучит отвратительно, но тем не менее, такой мужской компетенции, что, наверное, неправильно. Где-то требуется именно женская компетенция, да, то есть если мы знаем, что женщина по природе более способна, там, я не знаю, присматривать за системой образования, почему бы и нет, да, потому что это там дети все-таки, да, то, возможно, нам нужно вот даже вот так подходить. Не, я действительно говорю, вот если мы посмотрим практику, которая наблюдается вот по этим нормам, по квотам, самая классная, на мой взгляд, формулировка именно у японцев. Она не про то, что там 30% женщин, там столько-то процентов мужчин. Они говорят, чтобы не было перебора по паритету. Неважно, в сторону мужчин или в сторону женщин. Вот и оно. Они немножко безлико кажется, но мне кажется, это очень хорошо. Вот давайте представим, что мы представили, что мы совет директоров, давайте представим, что мы акционеры. Угу. Вот как вы думаете, вот, Раушан, совет с вас начну, вот как, допустим, разъяснили бы вы целесообразность именно гендерного паритета, чтобы как минимум 70/30 были мужчины и женщины, для тех акционеров, которые завтра будут читать этот документ и будут действительно, как Бота говорит, будут думать, что мне там навязывают, как мне формировать мой совет директоров? Конечно, это сразу открывает главный вопрос, это уровень зрелости и развития самого акционера. Здесь это надо иметь в виду. Мы пока такие, какие мы есть. И я бы подходила прагматично, просто по бенчмарку. Уже доказано, есть исследования, что если в совете директоров есть паритет, то качество принятия решения намного выше. В процентном соотношении там выявлено. Показатели по экономике, по бизнесу тоже выше. Показатели по там, конфликтам интересов и нарушению нормативных каких-то требований там намного ниже. То есть это прям, ну, как это по-американски, да, там, true, да, там вот прям real true. Ну, значит, они же прагматичные. Но я могу сказать, на сегодняшний день, да, это не только задача, там, как взрастить достаточное количество женщин для совета директоров, но еще и как взрастить самого акционера. Как взрастить вообще компании зрелые, с зрелым уровнем корпуправления? Да. Я пока, конечно, вижу забавные вещи с самими акционерами, потому что вот если такой там какой-нибудь, ну, что есть в компании, потом это чуть-чуть приводится в порядок, а у нас весь совет директоров всегда раскапывает самые неприятные вещи. Это, ну, это задача их, да. Есть аудит, да, есть вот все эти финансовые вещи, ну, то есть все там видно, все фроды, все видно. И как только это все начинает чуть-чуть расчищаться, человеку становится чуть-чуть яснее картина, ему становится чуть-чуть получше, он говорит, так, все, всем спасибо, совет директоров, до свидания, спасибо женщины, мужчины, неважно кто, теперь я сам. Но я все время говорю, смотрите, есть понятие жизненного цикла развития, да, вот который мы, тот же Аддисес, да, это вот если вы вот чуть-чуть выросли, вот там есть вот эта ловушка собственника, да, и потом как-то вам стало лучше, и вы начинаете вниз откатываться. Я все время говорю, ни один человек не возвращался от чрева матери, зачем вам это? Вот для вашей компании это очень вредно. Да, нужно будет разъяснительную работу проводить именно с акционерами. Просто разъяснительную работу. И там, когда в цифрах все видно, то, мне кажется, никто с этим спорить не станет. Более того, я еще раз говорю, у нас есть профессии прям женские, так сложилось, и мужские. Вот опять к вопросу о формализме. А вообще, Бота, вопрос, не кажется ли вам, что вот наша система корпуправления, она такая тоже с двойным дном вообще в целом? Кажется. То есть корпуправление живет само по себе ради протоколов и ради каких-то документов, что оно как бы у нас есть, а жизнь, она идет сама по себе. И, соответственно, акционер, поэтому он и не мотивирован, чтобы как бы у него были там мужчины, женщины, гендерный паритет, профессионалы. Он как бы сам принимает решения, сам управляет, а здесь просто оформляются красиво его Пока нет, да, пока нет вещи. Истинного такого хорошего. В смысле, да, я и мое отражение не сходимся. Ну, здесь один секрет есть, да, вот Такой, сейчас я да, небольшой такая, ну, так случилось, реклама вот моя, получается, там курс по мышлению мы сейчас идем, мы замечаем, что в 95% вообще человек и его жизнь, то есть, как ни странно, они живут параллельно. Не то, что там корпуправление и компании, Ну, поясните. акционеры. Ну да, он думает, что у него жизнь как-то вот сама по себе, а я сам по себе. Ну, это вот мышление, проблемы с мышлением, да, у нас. Это пока такой уровень, но
Я, например, тоже, когда начинала корпуправление давным-давно, мне прям первые там 10 лет было прям терпение лопалось, меня это возмущало, ну как это и так далее. Потом я как-то так успокоилась и думаю, ну если мир движется 400 лет медленно, там по капелюшечке продвигается в этом направлении, ну, наверное, наш уровень пока младенческий. Поэтому вот мы его понимаем так, как мы его понимаем. И... Да, есть, наверное, я вот два фактора расскажу интересных. На мой взгляд, ну, как бы, корпуправление очень активно развито в финансовой индустрии. Почему? Формальные требования, да. Потому что ты работаешь с благами людей, и у тебя очень высокий риск мошенничества, и это системная угроза для безопасности в стране, да? Ну, иначе будут бунты, и власть не удержится у своих кресел. Все, ну, как бы, на самом деле, если все упростить, устойчивость это просто власть потеряет свои кресла. Поэтому власть говорит, вы, ребята, финансисты, вы что-то с деньгами населения делаете, что-то тут строите, что-то деньги у всех берете, деньги всем раздаете, вгоняете их что-то это. У вас самый большой риск непонятных вещей. Вот мы хотим четко знать, кто у людей населения в виде депозитов деньги берет. Мы-то гарантию даем вам, да? Мы как бы ставим под ваши действия, даем лицензию. Если она государственная. Если что-то с вашими деньгами произойдет, вы там, ну, историй много таких, да, люди что сделают, куда они пойдут? Государство. На площади. Ну да. И возьмут там детей, здесь будут у них последние сопли, у детей слезы. Вот эти все люди придут с вилами куда? И скажут, и правильно скажут, говорит, вы, ребята, мы этим ребятам в пиджаках доверяли наши деньги, потому что вы дали им справку, лицензию, что типа они имеют право это делать. Значит, вы с ними в доле. Верните наши деньги вы. Государство говорит, вас слишком много ребят в пиджаках, вот чтобы как-то понимать, кто из вас хороший, кто нет, давайте мы систему придумаем. Это вот как корпуправление пришло из финансового рынка корнями, потому что здесь вопрос денег стоит, доверие. Доверие невозможно на словах, да, то есть когда мы с вами сделки делаем на бумажке салфеткой, живя в Англии в 16 веке, это хорошо, мы друг друга все знаем, но слишком мало. У нас 3 торговца на всю страну, да, там. Мое имя что-то значит, ваша подпись что-то значит. Любой банк приходит и вам конвертирует. Когда мир стал большим, теперь непонятно, кто есть кто, да, там транзакций много, нужна прозрачность. Прозрачность, я говорю, да хорошо, мы вас акционерах знаем, что вы хорошие ребята, но будьте добры. Вот это, нормы, правила, мы придумали правила, соблюдайте. И теперь кто управляет? У вас уголовно. Мы ответственность себя, как государство, снимаем на ваш совет директоров. Что с ним произойдет, это ваши ребята виноваты. И как бы вплоть до уголовной ответственности. Да, там. Ну и создайте нам какую-то систему и так далее. Почему? Почему люди на это пошли? Потому что это дает бумажку. Я могу вокруг на своей лавочке забить и сказать, лицензия там, от государства, номер такая-то, такая-то, несите ко мне депозиты, да? Или берите у меня кредиты. Вот. Второй момент, самый важный. А это и есть практически, да, почему? Потому что инвесторы идут в те компании, дают деньги тем бизнесам, в которых прозрачное управление. И они говорят, мы что-то вам не сильно доверяем, гендиректор, ты сегодня здесь, завтра тебя нет. Да, там, и что ты там примешь. Вот да? как раз и поэтому есть инвесторам. директоров, А вот да. теперь смотрите к инвесторам. И вот это на самом деле. Если мы возьмем страны с очень хорошо развитым инвестиционным рынком, инвестиционными рынками, то мы увидим, что в последнее время крупные биржи уже не листингуют компании, в котором нет гендерно разнообразного совета директоров. Да, потому что Goldman Sachs, да, объявили, что они вообще и Goldman Sachs объявил, и еще ряд. Там, в принципе, как бы это прям уже череда идет таких решений. Да. То есть, соответственно, вам здесь говорят, уже, биржа вход говорит, на рынок с денег закрыт. вход на рынок только там, где есть гендерный паритет в составе совета директоров. И То мы, есть еще, я буду и мы еще доверять посмотрим, там, где... кто это в совете, женщины ваши в совете директоров. Да. То есть там нету, что вот же есть из 10 3 фотографии на сайте женщины. Не-не-не. Они же смотрят, да, все консультанты смотрят, а что у тебя, а кто у тебя. То есть, по сути, как бы, еще раз опять подхожу к нашему вопросу по 30% квот, это еще и повышает уровень доверия.
Ну, премию платит инвестор за это, вот и все. То есть, ну, это прагматично. История, она с банками, она же тоже за этого. То есть, деньги, они не наши внутренние. Мы брали их тоже за рубежом и так далее. И у них есть свои требования. То есть для акционера, почему важен совет директоров? Он просто четко говорит, это у меня увеличивает прибыль? Да. Если мы найдем ответ «да», то вопросов нет, да? Он говорит, хоть динозавров мне в совет директоров, а если это увеличивает прибыль, да, там, или он делает мой бизнес эффективным. Здесь не то, что они не любят женщин, да, там, ну, я не скажу так. Вот. А другой момент, что у них еще в голове нейронная связь не сложена, да, типа, ага, вот это мне даст вот это, вот это. Соответственно, как минимум нужно информационно работать, б, встречаться, да, и объяснять, с, есть обмен опытом, когда вы акционера, то есть если я сяду с акционерами и буду им объяснять, они меня не воспримут, потому что мы с ними там ни одного ранга, да. Если я посажу акционера Goldman Sachs и акционера там, не знаю, любых крупных здесь компаний, наши акционеры будут вот так смотреть. Нежно Goldman Sachs сам сказал, да, там. Для них это ценно, потому что это ранг, ну, как бы это, как бы он понимает, да, они понимают боль друг друга. И вот это для них будет самым ключевым, он сам придет и своим HR позвонит и скажет, так, ребята, срочно, я вот на ужине был, мне сказали вот это, самое это, молодцы, ну-ка быстренько давайте мне все делать. И вот так на самом деле... Найдите мне 30% профессиональных женщин, я их включаю в совет директоров. Я их включаю, потому что я хочу, во-первых, благо для там, своей компании делать, первое. Потом уже, да, там идет страна, потом уже все остальное, паритет. Ну, как бы мы правильно должны начинать с выгоды. Вот теперь дальше давайте перейдем к квазигосударственному сектору. Не так скоро, но, наверное, я думаю, тоже вот это вопрос этой недели, может быть, следующей, выйдут уже соответствующие решения о 30% представленности женщин в Совете директоров в Кодексе корпоративного управления нашего самого главного холдинга «Самрук-Казана». И здесь у нас предусмотрено поэтапный переход, то есть до 2025 года, в принципе, времени не так уж много, но и не так уж и мало. Да? В принципе, достаточно времени, чтобы с 2025 года в Самрук-Казана во всех ее структурах, дочерних, внучатых и там двоюродных, было не менее 30% женщин в советах директоров. Опять-таки, для чего это делается? Для того, чтобы повысить доверие. Потому что, как вы знаете, сейчас со стороны общества есть большие претензии к принятию решений в структуре Самрук-Казана. Теперь у меня к вам вопрос. До 2025 года, чтобы мы могли реально заполнить эту квоту и реально, чтобы были профессиональные женщины в этих структурах, и чтобы это решение было действительно не формальным, как Бота говорит, а реально улучшило уровень доверия к компании, группе компаний Самрук-Казана, вообще повысило их эффективность и так далее. Что нам нужно сделать? Вот план на ближайшие несколько лет. Вот как бы вы его, как вы видите этот план? Ну, здесь вот, раз уж это стало нормой, то, конечно, надо двигаться старым методом, все равно планово. Оно само по себе за ночь там грибками не зарастет, оно не вырастет, правда. А при этом мы тоже должны реально понимать, что, с одной стороны, что это нормальная технология, соответственно, как всякой технологии, надо обучаться. Без этого невозможно. То есть технология управления? Да, принципы корпуправления, они существуют, их никуда не девали, они известны, и там это просто вот там на раз, два, три, так же, как любая, например, практика, она обучается, обучаема, да. И вот здесь же как... Стандарты немножко легче было. Вот сделай раз, два, три, у тебя все будет. Но это не стандарт, это практика. Мы должны это понимать. Здесь очень сильно будут изменения именно в мышлении, потому что, например, западная практика, она говорит, что там основной принцип: соблюдай или объясни.
Но мы не являемся этой страной, где культурно. Что такое доверие? Это, во-первых, как вот мой учитель учил, это ожидание, что другие будут делать точно так же, как ты делаешь, как ты хотел. И второе, это склонность спонтанной социализации. Это прям взято из Фрэнсиса Фукуямы, да, то есть ничего нового. Мы курс по доверию ведем с 2012 года. Мы прошли длительный путь, когда они говорили, какой к черту доверие. Посередине было, что Тинге потерял доверие, то есть оно само по себе, некто проснулся, а доверие оно Тинге потеряло. Ну, я не знаю, как это возможно, но у нас все может быть. Так вот, мы редкие страны, где вот есть принцип вместо «соблюдай или объясняй», «умри, ну сделай», да, как я всегда говорю. Да. Умри, ну сделай. То есть вот сейчас, когда вы говорите формализм, вот в этом тоже есть риск. Мы умрем, но сделаем. То есть куча мертвых людей что-то делают. И вот здесь это поменяет мышление и отношения. И для этого нужно реально прям садиться, разбираться, обучаться, пробовать, практиковать. Без этого оно никак не может быть. Но опять-таки, что такое пробовать и практиковать? Это будет очень глупо, и я считаю, нормальный акционер этого не допустит. Он скажет: нет, ну знаете, я еще не очень разбираюсь. Я так теоретически знаю, можно я вас посижу в совете директоров, порешаю? А там миллиардные вообще вопросы, обороты и так далее. Это несерьезно. И более того, я считаю, что когда принимается там формальное решение, это опасно на самом деле, потому что есть уголовная ответственность. Мы как? Вот когда у нас первые группы задавали вопрос, говорят, а сколько дадут? Юрист наш, кто разбирается. Сколько нужно взять, чтобы оправдать, сколько дадут? Да, сколько за организованную преступную группировку 8 лет. Они говорят, ну ладно, тогда можно учиться, да. Но тем не менее учились. Шутки шутками, но это есть вот этот вопрос осознанного отношения к тому, что ты делаешь. Это верхний уровень управления. Это не просто там попробовать там и так далее. И, возможно, да, нужно собираться. Там, у нас ассоциация, да, Евразийская ассоциация управления. Мы действительно, да, может быть, не так масштабно там с выходами там громко это делаем, но моя позиция такая. Ты предварительно должен этому научиться. В общем, я так понимаю, вы говорите, хорошо, акционеры не дадут вам поиграться, ну, потому что это же реально. Нет, да, обучать там... акционеров тоже надо. Да. Выгода-то очевидная. Да. Только А что можно сделать? Вот вы говорите, вопрос же так звучал. Да, обучить. Это обучаемая вещь. Это первое. Второе. Нет, первое я предлагаю, во-первых, надо собрать. Надо собрать этих женщин. Надо собрать всех, кто хочет реально, не так просто, давай мы там поставим, а тех, кто реально хочет массу, да, выбрать уже сделать. Перейти на новый уровень. Сказать, кто хочет. Да, первое, говорим, кто хочет. И они, кстати, есть там, то есть там, та же самая нефтянка, но они тоже там не на буровых там все, женщины включая. Они все нормальные, адекватные, квалифицированные. Я бы поговорила там с второй, да, там сделала там, ну, помимо того, что хочет, окей, да, надо разговаривать, сделать список компаний, которые прям четко и количество, потому что паритетно, надо считать там количество СД. И говорить, а о скольких местах вообще идет речь? То есть вот в количестве, вот есть 30% максимум, да, там, ну примерно, я понимаю, о каком количестве женщин вот в СД вообще в целом идет речь? Хороший вопрос. Типа 100 человек надо. Исследований нет. Подождите, о количестве общем женщин во всех акционерных обществах такой действительно цифры нету, но о количестве женщин в советах директоров в компаниях квазигосударственного сектора мы примерно, я не говорю точно, но примерно посчитали. Это где-то порядка 680 женщин. Это умножим, мы на примере Самрук Казаны. Да. Умножим на 2 примерно. Ну, то есть вот я сейчас открою холдинг такой-то, да, там один из самых известных. Там членов советов директоров, там 40 крупнейших в Казахстане компаний. Там в совете директоров, значит, ни одного мужчины, только 3 женщины. Финансы, HR и так далее. Я говорю, ну вот, классно, вот прям, он типа, не паритетно. Я говорю, этот акционер очень любит женщин, сразу видно. У него в совете РИК одни женщины. Вот. Но как бы я даже давайте так, умножим вот эти 700 женщин на 2, на частный сектор, примерно 1400-1500 должен быть потенциальный объем вот, запроса кадрового резерва, от которого можно брать хотя бы, да, то есть вот мне нужен совет директоров. Лиды, так сказать. Да, мне же нужна какая-то база, я хочу посмотреть, потом должна быть там видеоинтервью, да, чтобы, зачем мне еще встречаться, я хочу посмотреть вообще резюме, да. Да, можно заказать человека, там соответствующей организации, которая этим займется. Проверить его LinkedIn, да, там, посмотреть, верификацию какую-то сделать. Потом я понимаю, что международные сертификации, вот они сразу подвязаны. То есть давайте облегчим, да, вот этот, как я говорю, доступ, да, к этому лифту надо теперь расчистить от терний
сказать, вот он, да, там. Ну, Некий портал, некий поэтому портал, я и в котором, предлагаю. да. Мы вот с Равшан Советной этот вопрос обсуждали. И мы, кстати, все вместе уже, вот еще не в курсе, но она она сейчас тоже уже в познакомится. нашей команде. То есть мы все вместе будем формировать этот кадровый резерв, чтобы пул женщин, которые, возможно, у них уже есть уровень какой-то и обучения, и профессиональные навыки и так далее. Возможно, где-то они не добирают, и им надо добрать, доучиться, сертифицироваться и так Да, далее. это обязательно. Да, и вот из этого пула мы можем его представить, презентовать крупным корпорациям и сказать, пожалуйста, выбирайте, дальше уже ваши договорные взаимоотношения. Да. Не казахстанские компании, вот весь мир открыт, потому что если у человека есть английский язык и международная У сертификация. нас есть женщины, которые из зарубежных работают. Да, у нас есть контакты там, профессионалов, не знаю, от Сингапура, Китая и так далее, да, там, в управлении. Соответственно, это возможно то, что ты делаешь базу доступной и работаешь с топ-хантинговыми агентствами, да, и так далее. По идее, там у человека может быть карьера взлететь, в принципе, да, в управлении не только же мы мыслим казахстанским размером. Вот. Я бы, знаете, один момент хотела вам сказать, интересно. У нас сейчас несколько проектов менторских, где мы общаемся с 90 у нас супер топ high level, начиная. Не только у нас где-то женщин, из них половина. Вот. Половина женщин это прям управленцы, директора, и либо они там прям в менеджменте, топ-менеджмент, или это финдир, вы там акционера управляете, да, там, не знаю, Ритц-Карлтон. Вот. И что мы видим, да, там? Первое, что я им задаю вопрос, я говорю, что послужило, чувствуете ли вы там, ну, то есть дисбаланс, то есть вот все эти вещи мы обсуждаем, и я прихожу к выводу к двум вещам, да, что по карьере в Казахстане, и в целом я начала изучать мировую практику там до Гарварда, да, то есть почему это так происходит. Это действительно так, что женщины зарабатывают меньше, женщин продвигают меньше, это правда. Вот прям как из ИС. Я не возьму частный сектор, там, а в нашей компании не так. Окей, Статистика. вот конкретно в вашем департаменте не так, но в целом против цифр, вот пенсионка, давайте посмотрим. Да, вот да, она даже не врет. Вот. И самое интересное, мне глаза открыла одна из HR-ов, которая говорит, вот проблема не в том, что мы предлагаем женщинам мало. Да, это так. Но мы всем предлагаем мало, потому что есть вилки, да, там на грейдинг. Типа вот грейдинг у нас есть 5 вариаций цифры. На старшего специалиста ты будешь зарабатывать 150 до 500. И плюс есть там в зависимости от опыта, язык, ля-ля-ля. И есть 5 категорий. Мы со всеми начинаем торговаться со 150, но максимум 500. Женщины останавливаются Говорит, раньше. проблема не в том, что мы типа платим специально женщинам на этом грейдинге типа 150 минималку, а мужчине 500. Проблема в том, что женщина соглашается. А мы делаем правильно, да, то есть мы говорим, слушай, эта позиция, начнем со 150. Она говорит, хорошо, где подписать? И потом уходит и говорит, как классно, а я вот так была согласна еще на меньше. Здорово, что 150. Мужчина говорит, 150, нет, подождите. Стоп. А как же? А мой опыт, а еще я то, а еще я красивый, а еще я могу это делать, да, еще я чуть-чуть программирую. И начинает торговаться. А еще у меня 3 предложения. И он просто не соглашается. И проблема, говорит, да, это так. Говорит, мы же никто не запрещает торговаться, просто она согласилась. И вот этот самый главный момент, что женщинам нужно перестать соглашаться на минимум, вот и все. Потому что, говорит, это же рынок. То есть, если рынок, представьте вот такую картину, да, HR такие, о нет, зачем ты это сказала? Женщины, прекратите соглашаться на минимум. Давайте сразу x2. Потом, заторгуйтесь, снизить чуть-чуть. Но вы не 150 получите, а уже 200, да, 230. Ну, не 500, конечно, но надо торговаться. Азиза онлайн.